В прошлом году в фестивале цветов приняли участие около 100 конкурсантов. Победителем стал этот сад. Все это творение – дело рук Раисы Саговой. Красота не только спасет мир, но и требует большого ухода. Поэтому работа в саду кипит с раннего утра и до самого захода солнца. Раиса Салмановна сама справляется и с газонокосилкой, и с секатором, и даже подрезать ветки деревьев на стремянке пилой-высоторезом для женщины-садовода не составляет особого труда. И вообще, столько садовых инструментов есть далеко не у каждого мужчины. Снимать вот эти, видите, вот эти. Прятаться от знойного солнца в тени благоухающих цветов – особая роскошь. В маленькой цветочной стране Раисы Саговой поселились петуньи, лилии, гортензии и многие другие сорта прекрасных растений. Этим розам уже больше 20 лет. Их женщина-садовод привезла из Москвы, где живет весь год, а на лето возвращается в родную Ингушетию. Плодовые вот эти яблони, видите? Груши, вот это все оттуда. В Анталии ездила, вот там у меня гранат, инжир. Я оттуда вот даже привезла себе багажом. Куда бы ни поехала, отовсюду везет не сувениры, а образцы интересных растений. А начался дивный сад талантливой женщины-цветовода 30 лет назад вот с этой туи. Вот это у меня первое топинарное искусство. Вот этот туи шаровидная. Вот из него я сделала вот такой бонсайчик. А это тоже самшитики дальнейшие с тех пор. Ну, лет 28, наверное. На цветовода или садовника Раиса Салмановна не училась. По профессии она технолог производства пищевых продуктов, но душа всегда больше лежала к прекрасному – цветам и ландшафтному дизайну. Здесь не только красивые клумбы, но и целые архитектурные композиции с фонтаном и беседкой. Для женщины возиться с землей и растениями – больше отдых, чем труд. Выигрыш фестиваля цветов прошлого года – 300 тысяч рублей. Весь ушел, разумеется, на нужды сада. Цветовод разбила новую клумбу с магнолией, жасмином, и по мелочам сад значительно преобразился. Вот прутик поставила поменьше, чтобы цветы досадить. Габионы добавила с прошлым годом. По информации Министерства сельского хозяйства республики, лучшие домовладения с наиболее ухоженным и декоративно-цветочным оформлением в Ингушетии определят до 22 июля. Фестиваль цветов проводится уже в 3-й раз. Его призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Такое красивое состязание среди садоводов инициировал глава республики Махмуд Али Калиматов. Это не просто конкурс, а возможность вдохновить людей на создание красоты вокруг себя. И действительно, когда смотришь на благоухающие бутоны, понимаешь, не зря считается, что цветы – это остатки рая на земле. И победитель фестиваля прошлого года подтверждает, создавать красоту вокруг себя нетрудно, если это дело тебе по душе. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.